Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео: о чем трепется и кто за вашей спиной. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно. Вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Небольшое объявление. Сейчас длинные видеорасклады из нашего канала Ведаскара, из YouTube, параллельно загружаются в телеграм-канал. Подписка на телеграм-канал стоит 333 рубля в месяц. Можете или только на месяц подписаться, или выбрать удобный для себя тариф. Ссылка на телеграм-канал находится под видео или на экране перед вами QR-код, который вас сразу же перенесет на телеграм-канал. Спасибо. Итак, продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад. Проницательная, чувственная. Вот по внешнему виду никто бы не понял, что вы можете, постоять за себя, дать сдачу. А вы такая. И причем здесь женщина, которая вроде как думает, что простит, но она все помнит. Просто у нее хорошая память. Вы скорее, даже если на кого-то обидитесь, кто-то вас разочарует, вы просто... Вы в некоторой степени с некоторыми продолжаете, может, и общаться, но уже не так. Уже начеку. Уже имейте в виду о таких людях. У вас уже есть тут база данных, черный список, кто является вам, возможно, и врагом, но с кем-то вы давно уже попрощались. Женщина, которая умеет зарабатывать, женщина, которая умеет и давать чувства, и в то же время вы умеете и забирать чувства. Да, вы такой человек, который не даст себя, в принципе, в первую очередь в обиду. Не даст по себе ездить, хотя, вроде как, казалось бы, внешне вы так даже и не выглядите. Кажется, что вы такая добрая душа. На самом деле нет. Есть у вас стержень, острый стержень. Как говорится, на бутылку посадите за нелюбовь к себе. Практики здесь могут смотреть. Женщины, которые, возможно, обладают каким-то даром, видят что-то, чувствуют. И вы, я бы сказала, у вас тонкий мир, тонкая душа. Можете проникать даже в головы, в мысли других людей. Вы считываете информацию, чувствуете, что человек о вас не то чтобы думает прям досконально, но чувствует к вам. Чувствуете даже и напряжение людей, психические какие-то расстройства, заболевания. Вы, кстати, можете считывать даже, знаете почему? Вот смотрите на человека, и даже не его мимика, понимаете? Кто-то внешне увидит мимику, например, агрессивную, и скажет, что он злой. На самом деле вы очень прям чувствуете. До глубины души. Можете сами себя успокоить, можете сами себя вытащить из каких-то депрессий, сложных ситуаций. Вообще по себе справедливый человек. Человек, который не ждет оправдания от других людей, что другие люди подумают, скажут. Хотя бывает иногда и принимаете это в счет, но все же вы стараетесь концентрироваться сама на себе и делать выводы сама же для себя, о себе. Но есть в вас доля такого судить людей тоже,
В чьей-то жизни вы тоже, говорю, можете быть и наказанием, в чьей-то жизни вы можете быть подарком. И в том плане, что судить, осуждать. Вы можете, например, смотреть на чьи-то отношения и говорить, что вот эти вот неправильные отношения, эти правильные, но не заявляя прямо в лицо, вы для себя делаете выводы. Возможно, тем самым вы учитесь тоже на чужих отношениях. Вот как себя ведет мужчина с женщиной или женщина с мужчиной. Вы учитесь. Человек, который склонен к заработкам, к материальному есть. Но это для вас не главное. Для вас главное здесь духовная часть. Больше духовная. Иногда бывает, влюбляетесь без памяти, но потом разочарование приходит. Бывает, человек не оправдал ваши ожидания. Было в вашей жизни, когда человек не оправдал ваши ожидания. Да, если влюбляетесь, то влюбляетесь без памяти. В то же время в отношениях вы еще и рассматриваете выгоды. В любом случае, да, чтобы отношения приносили пользу. Пусть и материальную, пусть и духовную, но пользу. Пользу в целом. Знаете, тут вы сейчас, возможно, напрягаетесь очень много, вкладываетесь куда-то, ждете какого-то роста, именно финансового. Я бы сказала, даже вы трудитесь, чтобы получить желаемый результат. Да, здесь касается денег, финансов, и они у вас будут, вы получите, но не в том, конечно, объеме, прям, который вы себе прописали в голове. Но все же здесь имеет место быть перспективам, дальнейшему какому-то росту денежному. Здесь какая-то и прибыль идет к вам, причем, я бы сказала, не маленькая, но не та, которую прям вы ожидали, да, там, но не маленькая прибыль. Кстати, здесь показывают отношения с мужчиной. Вы, может, сейчас влюблены в кого-то, или кто-то вам симпатичен. Вы приглядываетесь друг к другу. Также здесь речь идет о том, что для вас отношения – это вот что-то такое. Что такое любовь, если у вас спросят? Вы ответите таким языком или же таким словосочетанием, что будет момент: а да, ты права, на самом деле так, да, и кто-то призадумается. Здесь такая глубокая женщина. И вы знаете, даже вы отвечаете такими, бывает, фразами, что не все это понимают, но кто понимает, это так глубоко и таинственно. Любите зачастую быть одна, находиться в одиночестве. Интроверты могут быть. А долго вы думаете, но быстро едете. Часто бывает еще вы полагаетесь на порывах. Вот идете вы, да, вам что-то понравилось, вы купили, а потом увидели лучше, и вы разочаровались. Вот на каких-то таких эмоциях вам хочется здесь и сейчас, возможно, тоже бывает. Именно это случайно увидела и захотела. Знаете, вы человек, который не бегает за фирмами, человек, который бегает скорее за красотой. Это должно быть внешне вас влюбить в себя. Пусть это даже и да, обычное для всех, но для вас, если вам это понравилось, да, вы это можете иметь у себя, купить себе, например. А кто-то скажет: что вы в этом нашли? Обычная безделушка. А для вас это вот что-то означает или вам это нравится. Кстати, здесь может быть и вкус даже у вас такой, что не нравится всем, а вам может нравиться. Но это не назло всем, что всем это не нравится, а вам да.
просто вам это нравится. Вот то, что сейчас происходит, для вас, возможно, вы как считаете, переломный момент или момент какой-то трансформации. Вы чувствуете еще, что вы очень сильно поменялись, даже буквально за короткое время. Очень сильно что-то на вас острое повлияло, что вы чувствуете, что вы уже другая, не такая, не такая. Тут могли и вкусы поменяться. В чем угодно вкусы. Одежда, еда, люди, мужчины даже. Вы хотите настоящих отношений. Вы хотите, знаете, страстей каких-то. Вам не нравится вот это вот... Вы скорее еще человек, которому скучны отношения, все вот только вот по правилам, вот так. Вам надо вот каких-то прям бурных эмоций. Может, даже и со слезами, да, но вот прям индийский сериал. Вам хочется таких отношений, где будут какие-то эмоции, но не те, которые подвергают вашу психику опасности. Именно там, где чувствуется, вот чувство есть, вот это чувственное, глубокое. А не так, что все, давай жить вместе, свадьба и все, и точка. Нет, вам хочется вот каких-то, я бы сказала, ну и не качелей тоже, страстей, страсти. На чем-то вы уже в своей жизни поставили жирный крест, сказали, что так больше не будет. Кто-то переехал и сказал, что я уже туда не вернусь никогда. Или ушел с работы, больше никогда. Знаете, здесь закрыли какую-то книгу, и я бы сказала, с ней вы закрыли какой-то гештальт. Ошибки проработали какие-то, молодцы. Не всегда удается прорабатывать ошибки, вам удалось перейти вот именно... Даже, знаете, как через себя, чтобы закрыть какую-то ошибку, вот так. Что больше в моей жизни это не повторится, как страшный сон может даже быть. Вас могут считать надменной, вас могут считать, да, вот по-разному. Вы и такая, но опять-таки нет у вас надменности. Это только, как говорится, показуха, что надменная. На самом деле это скорее защита. Ваша защита. Вы таким образом защищаетесь от недоброжелательных людей. А давайте посмотрим, если с вами проигрывает портрет, давайте посмотрим, о чем трепется и кто за вашей спиной. Слушайте, какая-то женщина есть, но далека она от вас, моложе вас. И вы знаете, у нее есть осадок о том, что вы вот как-то перепахали ее поле или перешли ей дорогу, как-то что-то, может быть, или сказали, да, тоже не сдержались. Тут еще, знаете, здесь идет о сдержанности, но здесь, как сказать, в минус-обороте, наоборот, идет о женщине несдержанность. Она может быть не сдержана. Или вы не сдержали, что-то вы сказали, наговорили. Но все же остается здесь место быть, вот осадок остался. И она вот, зная об этом, постоянно напоминает себе, напоминает еще кому-то. Хотя другим по боку вообще эта информация. У нее болит, и она об этом проецирует, говорит в общество. Да, может быть, одно и то же рассказывает.
Это уже может, да, как приходится странно. Наболело что-то. Но о том, что вы ее в чем-то не признали, но здесь момент обиды. Вот вы что-то высказали, но это момент того, что она чего-то не добилась, да, это вот с подтекстом того. Может, и не напрямую, но вот или сделала неправильно, сделала какую-то ошибку, может быть, а вы это подчеркнули. И, знаете, затаилась у нее обида на вас конкретно. И вот она ходит и постоянно, знаете, выражает вашу жизнь, да, то есть как косточку обсасывает. Что у вас-то лучше, а у вас-то. Но отношения с ней уже прекратились по башне. Возможно, даже был или конфликт, или ситуация была резко, да, когда все прекратилось. Общение, да. Здесь резко оборвались ваши отношения после вот каких-то ваших слов. Задели за живое. Здесь, знаете, она почему-то считает, что вот вы жили хорошо, да, на тот момент, когда общались, а вот ей в чем-то утерли нос. И знаете, она вот говорит, вы хорошо там сидели себе на мягкой перине, да, а ей было тяжело. И вы еще, знаете, добавили чего-то. Ну, защемили за больное. Между двери ее, как говорится. А она этого не отпустит. Она это не то, что не отпустит. Я не вижу мести, но я вижу эту злость. Я вижу, знаете, стремление у нее добиться чего-то. Вот после данных слов человек, вот знаете, я бы сказала, даже вы дали тем самым и мотивацию. Не зря вы вышли магом. Скорее всего, вы в жизни людей являетесь пинком. Да, если бы вы такое, может быть, и не сказали бы, ничего бы с места не сдвинулось. Но вот она, знаете, тем самым набралась храбрости, набралась силы. Но вот отпустить, да, ситуацию не может. Вот это, конечно, и ошибка есть. Почему всегда говорю, отпускайте. Любые негативные ситуации в ваш адрес, принимайте это за уроки. Оно так и есть, в принципе. Даже и принимать не надо. Это и есть уроки. А когда мы сидим на это, обижаемся, ничего не получается. И даже если бы мы хотели стремиться. Вот здесь женщина, знаете, что-то делает, опускает руки. Что-то делает, опускает руки. Причем, знаете, так старается, но она хочет вас опередить. Или в целом, да, даже себя переплюнуть, стать лучшей версией себя. Вот просто... Да, у нее есть к этому стремление. Все, я начну, я буду делать, я вот буду как-то менять. Но здесь нет такого, что вы повлияли, и спасибо, что вы были. Нет. Нет. Здесь обида, и поэтому ничего не получается. Она делает и руки опускает. Не получается. Вот если бы отпустила обиду, все было бы хорошо. Да, и поняла вот этот вот именно момент как урок, что вы сказали, и у нее что-то вот, да, она начала к чему-то действовать, двигаться. И хорошо, что вы появились, так бы она бы и не видела. Бывают люди, им важна лесть. Не важна, а лучше лезть. Но когда говоришь правду, даже или предсказываешь правду, да, бывает, людям не нравится. Вот они, как, знай, бараньим рогом упрутся, и все, вы меня обидели. Но это жизнь. В жизни не бывает все в сахаре. Да, даже выйдешь на улицу и там зацепишься за что-то и покорябаешься, понимаете? Не бывает так, что все гладко. На самом деле вот женщина это не воспринимает вот так всерьез, как-то глубоко. Как отшельник бы воспринял. А отшельник бы воспринял, да, это
это мне дано было для того, чтобы я на что-то открыл глаза, да, и благодарна, что появились такие люди, которые на что-то открыли глаза. Но нет же, здесь обида. Это говорится о глупости именно человека, о ментальной глупости, вот так вот. Но вы ей, слушайте, вы ей пробили тем самым, я бы сказала, дорогу на... Здесь момент финансы, здесь момент каких-то открытия дверей, возможностей. Тем самым, да, сказав ей что-то, она стала, да, на какую-то степень лучшей версией себя. Но, опять-таки, она опустила руки, потому что что-то чуть-чуть не получилось, все, обидки пошли. И опять обвинение вас вот в моменте депрессии. Будет ли пройден урок? Будет пройден урок у нее. Будет пройден. Когда она отпустит. Но мается будет еще ходить вот вами. Будет. Вы знаете, она вот держит... Вы вот как заноза впились чем-то. Она вот считает, да, вот эта ситуация в целом у нее в голове как заноза. Так это назовем. И она это не отпускает. Она об этом больше думает. Это тот человек, которому миллион раз скажешь молодец, молодец, но один раз что-то негативное, и она это запомнит на всю свою оставшуюся жизнь. Ладно, дальше едем. О чем трепется и кто за вашей спиной? Кто-то прям аж так вылазит у нас. Слушайте, а здесь говорят о том, что вы такая молодец. Сами себе пробили какую-то дорогу, сами добились чего-то. Знаете, вы не упускаете возможностей. Кто-то вас хвалит, а вот кто-то может говорить, что вы идете по головам. Но кто-то вас хвалит. Да, говорит, что она своим усердием, своей какой-то силой, внутренняя сила в вас есть, видят вот этот вот стержень. Хотя, да, по виду вы такая можете быть меланхоличная, романтичная, но вот видят именно, что свою дорогу вы пробиваете сами. Молодец. Может быть, тише едешь, дальше будешь в таком контексте, да, вот вы такая. И здесь момент того, что вы подумаете, потом сделаете шаг, может быть. Ну, вас как видят именно, вас как обсуждают, что вы молодец. И вы знаете, вот как вроде с одной стороны молодец, но с другой стороны, да, есть доля зависти опять. Все-то, да, есть, что-то вы добились, получается, но есть доля какой-то легкой зависти. Хотя, в принципе, да, и искренняя радость, что вот так вот надо делать, как она. Да, для кого-то вы являетесь, опять-таки, примером, кто-то смотрит на вас, ну и в какой-то степени тут слегка завидует, но хотел бы так же. Или хотела бы. У вас есть, говорят, внутренний стержень, у вас есть характер. Хоть вы такая и милая, все, но у вас есть характер. Вы умеете показать средний палец, да, так даже резко и внезапно. Вы умеете сказать «нет». Тут кто-то именно может и спорить у вас, что вы такая, она добродушка, да, а на самом деле не-не-не. Она только так выглядит, да, или она так прикидывается. На самом деле она умеет вставить свое слово. Вот. И то, что вы... Кто-то говорит, что вы пообещаете и не выполните. Кто-то может считать, что вы вот или работаете, знаете, вот как нечестно. Например, да, создаете вид работы, на самом деле вы не работаете, шлындаете, например, где-то пьете чай. А кто-то вас защищает, что вот вы такая, вы медленно, но вы все делаете и качественно, и качественно.
Да, тут даже вот хочется сказать, что люди как или поспорили, или спорят о вас. Но здесь одна сторона недовольна вами. Недовольна, знаете, из-за чего? Из-за своих каких-то комплексов. Есть у человека какие-то свои комплексы, чего-то человек недопонимает в этой жизни или не обрел, да, и вот сваливает это. Здесь не только вы, здесь много кто. Именно те, кто добился чего-то, у кого-то что-то получилось. Вот, а другая сторона именно вас защищает. И вы знаете, кто-то даже говорит здесь, кто защищает, что вы далеко пойдете. Но есть доля зависти, что тоже так хотелось бы, как вы. Вот в чем-то вам завидуют. Здесь может быть и внешность, здесь может быть еще, знаете, вот как чувство такое, если бы я была мужчиной, да, я бы влюбилась в нее. Или в следующей жизни хочу быть вот как она, например. Да, может, и внешние тоже опять-таки данные какие-то. Но и не только. Здесь и внутренний ресурс, говорю, что говорят о том, что вы очень сильные, хоть и выглядите так робко или так нежно-романтично, но вы умеете, как говорится, вставить нож и не дернется в спину, и не дернется у вас ни один нерв. Вот такая вы. А вот та женщина, кстати, которая женщина, отзывается наоборот плохо, имеет место быть, что женщина занимается какими-то практиками или ходит по гадалкам, да, воспринимает всерьез такие вещи, как черная магия, или, может быть, пользуется какими-то такими вещами. Поэтому у нее здесь, как говорится, кранты по жизни. Чего-то не удается. Очень много депрессии, зла. Но здесь все переплетается с каким-то мужчиной. Есть недовольство, разрушение, может быть, да, или отношения какие-то острые с мужчиной. Это все сваливается на других, что все, кто лучше живет нее, все плохие. Все вот как-то нечестно получили что-то. Женщина пользуется магией. В основном это касается ее мужчины. Да, влияние на мужчину. И не только, кстати. Она пытается тем самым улучшить свою жизнь. Поймите одно, что черной магией вы никогда не улучшите свою жизнь. Это факт. Это 100% факт. Никто еще никогда черной магией не улучшил свою жизнь. Или это дается временно, но потом забирается все с процентами, или моментально происходит. То есть разрушается жизнь. Да, говорят о том, что вы очень, знаете, эта женщина говорит, что вы хвастаетесь, хотя это только в ее глазах так. Здесь еще кто-то есть, кто все слушает. Скорее, да, это такой человек не нашим, не вашим, который слушает. Такое чувство складывается, что здесь не совсем-то и маленький коллектив, да? 2-3 человека, 4, может, даже. Кто-то слушает, тоже свои противоречия, не согласен с чем-то. С этой женщиной не согласна. Знаете, тут сразу же открывается портрет. Человека, да, что вот она как-то завидует. Люди это чувствуют, что она вам завидует. Когда начинают говорить о вас что-то негативное, сразу же люди уже, они имеют в виду, какой она человек. Это может, кстати, быть и рабочий коллектив, это может быть даже компания. Хотя вы не склонны к компаниям, интроверт, как-то придерживаетесь более скорее одиночества или максимум 1-2 подруги в жизни и все. Именно близкие. Еще посмотрим, о чем трепятся.
О вашей семье, о вашем доме, хлопоты какие-то. Слушайте, это могут быть родственники. О том, что вы о чем-то переживаете, вообще зря, о другом надо о чем-то переживать. Знаете, советчики какие-то. Причем это родственники, но они держатся на расстоянии или находятся на расстоянии от вас. Это может быть даже и мама, которая осуждает вас в чем-то, в вашей жизни, в вашем выборе, да, или может говорить, вот зачем она так что-то сделала, зачем, да, себя надо любить, звезду. Может быть, зачем вы ввязались в какие-то отношения. Но здесь момент осуждения вас. Хоть это и близкий человек, да. Могут быть какие-то претензии даже. Да, что мужчины в вашей жизни какие-то незрелые. Или вы не заслуживаете таких. Плевать хотела, да, плевать на них надо, а вот думать о себе. А вы о ком-то думаете. Даже здесь момент может быть и ребенок, да, у кого дети. Зачем? Зачем она, да, вот с ним, например, зачем она от него родила? Или зачем она с ним связала свою судьбу? Лучше бы была одна. Или одна и с детьми. И то бы жилось бы лучше. С какой-то степени здесь есть доля. Да, человек как бы жил с такими порывами переживания о вас. Причем, знаете, у самой в жизни очень много ошибок скрытых, о которых вы еще даже не знаете. Злиться на какую-то ситуацию, что вы как-то поступили не так. Можно было бы иначе. Любить надо, она говорит, себя, а не кого-то. Отрезайте какие-то отношения, разрушайте, расходитесь, разводитесь. Может быть, ей не нравится ваш выбор. Не нравится ваш выбор. Говорит, что это глупо. И вы из-за этого... Нервы вам принес этот выбор. Ну что, прошлое не вернуть, да. Это уроки с другой стороны. Это ваша жизнь. Да, выбор, ну выбор. Все ошибаются, что. И на этом прорабатывают себя. Уроки. Делают выводы. Хотя, знаете, у этой дамы, у самой полно скелетов в шкафу, полно каких-то переживаний из-за кого-то. Но ей проще учить других. Знаете, она где-то вот или наблюдает, или вот выслушивает, слушает, подслушивает. Вот как-то есть слежка за вами, за вашей жизнью и осуждение. Вам бы набраться смелости, говорит. И вот уйти от кого-то или закончить с чем-то, да, или вот какие-то отношения ваши. Причем это обсуждение может идти в кругу семьи или на слуху, вслух говорит. Зачем он ей? Такой-сякой, да, например, тоже может быть. Недовольна вашим выбором. О чем трепится и кто? Мужчина какой-то свирепствует, тут с ума сходит, мается, видите ли. Хорошо вы сидите, вы знаете, вы сидите в ситуации намного лучше, но по любви, по чувствам или по деньгам, но вы для него весь мир, но вы не даетесь ему, вы не хотите быть с ним. Или вы уже давно разошлись с этим мужчиной.
Он очень часто о вас говорит, причем здесь и не бывшим, а женщинам, да, с которыми его жизнь переплетается. Есть обсуждения с мужчинами, это могут быть близкие друзья, это могут быть коллеги с работы. И причем, знаете, у человека какое-то даже удивление, потому что человек почему-то думал, что вы будете сидеть и плакать. Да, или этого ожидал, по крайней мере, или, может быть, желал. Вы знакомы с этим человеком? Здесь есть ряд недопониманий между вами вообще. Я скажу, язык у него острый. Человек, кстати, вот, знаете, когда у него что-то не получается, он бросает и все, уже к этому не возвращается. И такое вот, знаете, сквернословит. Возможно, даже, я бы сказала, человек о вас может нелестно отзываться. Даже у вас что-то получается, но он может это переворачивать. Да, вам кто-то помог, да, вы это не сами. Вот знаете, вот какая-то такая ложь идет. Хотя, в принципе, здесь есть какой-то острый ум, хитрость какая-то есть у этого мужчины. Хитрожопый. И это такой тип человека, который, ну, как игла под кожу. Как игла под кожу. Без мыла, как говорится, залезет везде. Деньги любит, финансы любит очень сильно. Это на первом месте. Второе уже эмоции, чувства. Но он к эмоциям, вообще к отношениям между женщиной и мужчиной относится с недоверчивостью. Он не верит женщинам, в принципе. Возможно, даже после ваших отношений, да, человек перестал вообще верить в то, что у него что-то в жизни получится. Очень придирчив к женщинам может быть. Одиночка такой, противный мужик. Противный, очень противный. Кстати, может увлекаться какими-то практиками, что-то вот сидеть, шептать, делать по книжкам. Да, что-то, может быть, и читает такое, или смотрит, может, расклады смотрит. И, знаете, такое себе на уме, тихорило. Затаится где-то, да, и строит какие-то планы. Ну, такой вот. Что касаемо в отношении вас, в принципе, что-то до него доходит, что вы умеете взвешивать, умеете порядок вести какой-то, все по справедливости, но в то же время злится, что вы такая крутая, а он вот такой вот лузер. Лузер. Не опережает вас, да, не догоняет вас. Вы впереди, вы в центре какого-то внимания даже. Ну, вы здесь и императрица, да, обошли его со всех, как говорится, сторон. Давайте посмотрим дальше, о чем трепется и кто за вашей спиной. Сразу выходит карта Маг. Это вам о чем-то говорит? Мне уже о многом говорит. Кто-то на вас тайно пытается воздействовать, женщина. Дороги закрывает. Слушайте, в чьих-то глазах вы прям такая вперед умчитесь. Все-то у вас получается. Красивая. Знаете, волосы по ветру. И остановить бы это. Зависть или ревность к мужчине. Здесь есть какой-то между вами мужчина. И вы знаете, такое чувство, что этот мужчина как будто бы вкладывается в вас или платит вам, или дает вам, да, вот что-то вот вам. Но и вы и так в
вся такая роскошная в ее глазах, да еще и вам все. И вы знаете, здесь есть чувство к этому мужчине. Может быть, даже и долги. Он ей. То есть, или она считает, да, тут может быть, что ты мне еще должен. Но и при том есть чувство, любит его сильно. Не может из головы выпустить. Притом, вы знаете, есть какая-то доля мести. И причем здесь сваливается почему-то на вас. Вас убрать с дороги. Кстати, вы могли чувствовать по себе, по коже. Может быть, на коже что-то у вас было. Даже, может, знаете, бывает, вроде нигде не стукалось, а синяк образовался. Или же высыпания могут быть непонятные на коже, да, ни с того, ни с сего. Здесь именно влияние на вас, может, здесь даже магия шла на внешность, на закрытие дорог, здесь в совокупности. Она хочет быть счастливой, а вы помешали ее счастью. Не хочу ей отдавать все. У нее и так всего много. Дорогу к нему держит. Слушайте, в гости к нему. Да, или даже, я бы сказала, еще, может быть, где-то ему пытается показываться. Но, знаете, здесь опять такая лучшая версия себя. Все на себя самое-самое, да, дабы этого мужчину к себе привлечь внимание его. А он? Тут показывает такая веточка. Вы, мужчина, смотрит в вашу сторону, а она за ним и вот бежит за ним. Вот посмотри на меня. Вот так вот. Здесь буду портить отношения. Никому не достанется. Ни ей, пусть даже и не мне. Да, я буду портить отношения. Я этого мужчину... Тут еще тоже на мужчину сваливается, что я его заколдую, я его вот просто уничтожу, да. То есть за то, что я нелюбима им. Или привяжу. Ну, здесь уже женщина пошла по-черному. Здесь сильная любовь. Привязанность. Хотя вообще, смотрите, вот что люди творят, а. По судьбе, да, у нее другой мужчина должен идти. Но она вот, знаете, за этим бегает. Причем сама себе режет, я бы сказала, сук, на котором сидит. Вот вам наглядный пример, да, когда человек лезет в магию. Вот, ну, понимаете, мужчина, он по структуре своей, если он не любит, он, ну, никак ты его, да хоть ты его чем, никак. Или, да, если момент привязки, то это будет вот как в «Снежной королеве» Кай. А нужен ли, построишь ли счастье с этим Каем? Навряд ли. Понимаете суть вещей магических? И сама несчастна, притом. Себе дороги сама же закрывает тем самым. Да? Он для нее весь мир. Это жертвенница, да, женщина, которая жертвует своей жизнью ради нелюбви. Вот так это назовем. Так, а вам представляет ли она угрозу? Представляет ли для вас эта женщина угрозу? А у вас защита родовая, смотрите-ка. Она ножи выстроила в ряд на вас. У вас защита? Нет. Здесь, знаете, будет пытаться влиять. Она уже влияет на вас. У вас может это обойтись вот чем-то легким, на самом деле. Чем-то таким, что... У вас родовая защита. Или кто-то чистится, кто-то делает...
ставит, может быть, какие-то защиты, ставы и так далее. Это на вас навряд ли как-то сильно повлияет, но на нее очень сильно повлияет. Здесь момент идет одиночества, разрушения своей жизни. Она разрушит тем самым свою жизнь. Здесь человек уперто, вот как баран об стену, вот ее не любят, она бьется там, понимаете? Хотя могло бы быть у нее все в жизни иначе. Плюнуть да пойти дальше. Нет. Нет, здесь вот просто наотрез не отказывается, да, вот она вот ходит как сама, завороженная этим мужчиной. Вот знай, он и все. Он и все, ничем не отобьешь. У вас защита. В вашем случае здесь нужно поддерживать просто спокойствие и все. Обращать внимание только на свою жизнь, на себя, быть такой, какая вы, и продолжать даже улучшаться. Почему нет? В глазах ее вы всегда будете яркой женщиной. Она на вас смотрит в какой-то степени как на взор, да, как на идол, там, идол, да, такой женщины. Вот поэтому он за ней скачет. Есть неуверенности, много неуверенности. Эта женщина такая, знаете, она даже не понимает. И вот как-то она от вас закрывается, прячется. Кстати, эта женщина склонна вот к таким вещам, как что-нибудь день подложить, поцарапать, знаете, испортить, ради того, что у нее в жизни что-то не получается. Вы в лучшей ситуации, да? Она так считает. Вы находитесь на сегодняшний день в лучшей ситуации, нежели она. Вас любят, а ее нет. Она горем убита из-за любви. Из-за того, что вот с ней поступают так. Причем эту картинку она выдумала в своей голове сама, что она кого-то любит. Понимаете? Вот и наглядный пример. Все проблемы идут от нашей головы, как таковых их нет. Да брось ты его, иди дальше. Нет же. Надо упереться, как баран, рогом в стену. И вот знай, хочу, будет мое, и все. Не будет это ее. Не будет. Есть еще такая практика, я говорила о ней. Еще раз повторю, может, кто-то и не видел. Именно когда идет наброс, вы чувствуете какой-то негативной энергии на вас, это можно почувствовать. Это и плохой сон, и высыпание нежданные на коже происходит, да, или откуда ни возьмись, что-то возникло у вас. Это однозначно говорит о чьем-то влиянии, или, да, не так посмотрели на вас с глаз. Делайте такую практику. Большой палец зажимаете и закрываете 4 и проговариваете. 1 4, да вы все под меня. Это простая легкая практика. Можно часто пользоваться по мере именно высыпания, как говорится. Вот так. Ну, не по мере высыпания на коже, имею в виду, когда вы чувствуете вот какое-то негодование или чужое воздействие какое-то. Пользуйтесь. Есть практики, которые нужно использовать ограниченно, да, там, ну, прям в самый край жизни. А вот есть, которые на самом деле как сказать, вот чувствуете, например, вот как я и говорю, негатив какой-то, используете, опять почувствовали, опять используете, который можно часто использовать. Шепотки тоже можно часто использовать. Но самое лучшее, я вам скажу, это аффирмации. Это самые лучшие практики с аффирмациями. Все будет работать только на вас и благополучным способом, белым способом, вот так это назовем.
Так, смотрите, еще тут женщина. Но она здесь рассказывает о ваших доблестях, о том, что вам в чем-то очень сильно повезло. О том, что вы перебороли какую-то ситуацию в жизни. Слушайте, она вас очень хорошо знает, или вы делились ей какими-то своими секретиками, или своей личной жизнью, или да, вообще что-то личное рассказывали. Потому что здесь много что личного такого есть. Но она говорит, что вы потеряли что-то на больной почве, а обрели лучше. Даже вы в какой-то степени опять являетесь, говорю, примером. Она смотрит на вас, что вот руки опускать нельзя, говорит. То, что человек может все, в принципе, в целом. Отзывается о вас. Но она, знаете, приводит в пример и даже кому-то, и даже себе. Вот у нее было так, а вот стало вот так вот. Нужно брать себя в руки. Об этом говорит. Какая-то ситуация была в вашей жизни, о которой она точно знает. И она видит на вас, и видит это вот как рекомендация, рецензии, да, вот оставляют комментарии, как вам этот товар, да, вот тут она видит наглядно вашу жизнь, и что после чего-то, от чего-то, может быть, вы отказались, или же, да, какая-то ситуация негативная сыграла, а вы плюнули и пошли дальше, сыграла положительную роль, да, здесь идет момент колеса фортуны, то, что вам очень сильно фартануло, потому что вы на что-то, как говорится, выкашляли, выплюнули и пошли дальше. Отряхнулись и пошли дальше. И тем более здесь еще идет вывод о том у нее, что все подвластно человеку, что вся жизнь, да, находится в наших руках. Вот так вот. Что вы заслужили чего-то, получили какую-то огромную возможность в этой жизни. Слушайте, что вы круче стали, намного круче, чем вы были раньше, утопали в чем-то, да, были в состоянии жертвы, возможно. Также здесь она говорит о том, что вы человек, который даже пожертвует ценным ради спасения кого-то. Она на вашей стороне, знаете, так двумя, вот чуть ли не кулачки за вас держит, такая, что вы такая молодец. Это как спарринг двух, да, и кто-то за кого-то болеет. И тут она вот прям за вас болеет, вот так это скажу. За вас переживает. Смотрит на вашу жизнь, как пример какой-то вы подаете. Она очень много о вас кому говорит. И опять говорю, она вас приводит в пример. Она еще такого не видела. То, что вы сейчас выдаете, проецируете, да, есть пример, большой пример. Вы сделали какой-то, как она говорит, грандиозный шаг в своей жизни. Резко что-то оборвали, резко поменяли. Тут момент мышления вашего, даже мышление, говорит, у нее изменилось. Она по-другому стала себя вести, говорить, вот как-то так. Но на вашей стороне полностью. Она считает, что вы заслуживаете еще больше. Молодец. Мало кто за нас так переживает, да, но вот есть такие люди именно, которые за вас очень сильно переживают. Она вот реально тут искренне желает вашего какого-то процветания. Причем вы такая умничка, труженица, старательная. Вы можете все, она говорит, что у вас очень много каких-то талантов, но некоторые таланты вы почему-то скрываете. И вы, вот знаете, как женщина являетесь... Она считает вас страстной, горячей, такой вот. Но вы это тоже... Верхняя ваша оболочка такая тихая, спокойная. Но притом считает вас такой... Считает, что женщина должна быть вот именно такая, как вы. Она тоже хочет быть такой, как вы. Она даже у вас учится. Вы ей на что-то тоже открыли очень сильно глаза.
поменяли ее жизнь, поменяли ее мышление, склад ума, не так, как в прошлом. Она ведет себя не так, как вела себя в прошлом. Возможно, даже здесь может быть, что детям что-то она такое говорит, учит, да, какой-то нравственности. Девочек, может, даже дочерей, если вы женщина смотрите. У нее в жизни, знаете, была какая-то ситуация, возможно, которая, да, благодаря вам у нее вот на самом деле какие-то есть обретения в жизни. Вот, смотря на вас. Была у нее какая-то острая ситуация, вот она провела, может быть, как практику, да, такого рода, или попыталась сделать как-то эксперимент какой-то, смотря на вашу жизнь. И у нее получилось, причем очень хорошо. И теперь, да, она приводит вас в пример. Вы у нее в почете. Я бы сказала, даже любит вас, уважает вас и рассказывает о вас много. Может, даже вас как рекламирует. Вы сделали ее жизнь счастливой. Вот видите, не всегда плохие бывают люди. Вот так вот. Мало таких, кто искренне бы переживал. Кто еще трепится за вашей спиной? Ну, тут опять показывают женщину. Она находится сейчас в каких-то отношениях, любовь, морковь. И эта женщина как будто бы рассказывает о вас своему мужчине. О ваших каких-то заработках. О ваших каких-то заработках. Притом это, я так скажу, о ее характеристике. Это характеристика женщины, которая очень себя любит, уважает, ценит себя и, знаете, в центре внимания. Она или любит к себе приковывать внимание. Ярко может одеваться, экстравагантно даже иногда. Или же, да, так одеваться, чтобы притягивать к себе внимание. Или странно тоже еще может быть одеваться. Или не как все. Вот что-то в ней такое есть. И она разговаривает, у нее есть мужчина, который ее очень сильно любит. И она говорит о вас, о ваших каких-то финансах, о заработках ваших. Знаете, для нее есть моменты, они... Вот она, как у вас так что-то вы умудряетесь, или как у вас что-то получается получать материальное, или иметь это-то. И они вот, знаете, вдвоем могут сидеть гадать, как это у вас, или что-то прощупывать. Может, даже и есть у вас общение, но она, я хочу сказать, общаясь с вами, прощупывает почву, знаете. Выведывает какую-то информацию, потому что ей тоже хотелось бы иметь, что у вас. Или задают такие какие-то, может быть, вопросы вам наводящие, чтобы вы открылись и рассказали. Вы, кстати, можете с ней о чем-то делиться, рассказывать. Она воспринимает вас всерьез, и информацию, которую вы даете, воспринимает тоже всерьез. В какой-то степени я смотрю по раскладу, в общем, вы прям коуч для всех. Реально тут люди слушают вашего мнения даже. Может быть, приходят за каким-то мнением, идет мне это платье или нет. Слушай, посмотри, вот, а что посоветуешь, да? То есть вот такое. Она хочет тоже каких-то достижений в своей жизни. И здесь она очень много о вас говорит с мужчиной, со своим мужчиной. Здесь может быть даже известна в каких-то кругах эта женщина. Или же, да, ведет себя именно так. Может быть похожа на какую-то звезду
тоже в ней такое, или она себя так ощущает, что она похожа на какую-то звезду, или, может быть, копирует кого-то. Хочу быть, например, Анджелиной Джоли, да, как все, большинство вот хотят быть Анджелиной Джоли. И вот она вот тоже себя мнит кем-то. Есть какой-то определенный портрет. Ну, в принципе, нейтрально, я скажу так. Просто человек, если с вами общается, то знаете, что человек слизывает с вас какую-то информацию для улучшения своей жизни. Может быть, даже материального характера. Но в целом, я скажу так, вас обсуждают, вас нельзя не обсудить, притом, знаете, здесь кто-то может как сверяться со своей жизнью. Может быть, вы провидица, может быть, вы видите что-то. Да, говорят о том, что вот вы как сказали, так оно и произошло, случилось. Вы реально как-то влияете на даже чью-то жизнь, касается любви, чувств. Человек, первая карта, которая вышла, да, женщина, которая держит сердечко, кубковая масть. Вы дарите людям любовь, а проговорите такую фразу: «Я есть любовь, я есть счастье, я есть изобилие». Вам бы, знаете, салон открывать, что дарю любовь. Вот реально. Просто у людей что-то в жизни выравнивается. Но это может быть даже и на подсознание, но о вас отзываются в целом не совсем так как-то плохо, да. В большинстве случаев, я бы сказала, благодарят, что вы есть. Вы, в принципе, и общительные очень. С вами очень приятно общаться, поддерживать беседу. Тут женщина тоже говорит, что вы очень такая, даже рекомендует вас кому-то, что вы очень классная. А что касается общения, тоже очень теплая, понимаете все. И с вами можно поговорить о чем-то душевном. Ну, вот так вот. Здесь очень, я бы сказала, тоже положительная. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И спасибо всем, кто был сегодня с нами. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.